Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить кастыбы. У меня на канале уже есть несколько рецептов кастыбы, а этот кастыбы будет на заварном тесте. Для этого нам понадобится 200 мл кипятка. Добавляем сюда чайную ложку без верха соли. Хорошенечко размешиваем. Наливаем 2 столовые ложки растительного масла. Размешаем и будем замешивать тесто. Сколько уйдет муки, я потом вам напишу. Постепенно добавляем муку и хорошенечко размешиваем. Вначале лопаткой, потом уже руками. Вот такое тесто я замесила. Оно абсолютно не липнет к рукам. Очень приятное в работе тесто. Сейчас ее накроем крышкой и оставим отдыхать. У меня ушло 400 грамм муки. Вот сейчас тесто пока будет отдыхать минут 20. Мы займемся начинкой. Для начинки нам нужна будет, как я уже говорила, картошка. Вот картошку я взяла где-то кило 300. Я его уже почистила. Вот в чищенном виде кило 300 картошки у меня. Сейчас я ее нарежу и поставлю варить в подсоленной воде до готовности. А еще для начинки нам понадобится лук, жареный на сливочном масле. Берем одну среднюю луковицу, нарезаем его мелким кубиком. Как жарить лук, я уж показывать не буду, уж, наверное, все умеете. Берем вот сковородку, кладем туда 50 грамм сливочного масла. Это у нас в начинку пойдет. И одну целую луковицу, нарезанную мелким кубиком, и будем жарить до золотистого цвета. Наше тесто отдохнуло, сейчас будем делить его на кусочки. Вот такое вот тесто. Очень-очень приятное. Тут муки почти не нужно, потому что она вообще не приклеивается. Делим на кусочки. Будем делать небольшие колобки. Вот такие вот. Сейчас будем раскатывать наше тесто, вернее колобки. У меня получилось 14 штук. Это тесто очень хорошо раскатывается, прям ее раскатывать одно удовольствие. Раскатать нужно будет тонко. Толщина примерно где-то 1 миллиметр, наверное, может быть даже 0,5 нужно. Очень хорошо раскатывается. Вот смотрите, какое тоненькое тесто получается. Пока складываем на салфеточку. Сейчас будем жарить тесто для кастыбы. Сковородка у меня сухая, без масла, без ничего. Сюда кладем наше тесто.
Одна сторона уже слегка поджарилась. Сейчас переворачиваем и будем жарить вторую. Это делается очень и очень быстро. Вторая сторона уже готова. Сразу складываем тесто пополам и заворачиваем в теплую салфетку. Картошка у нас сварилась. Сейчас будем делать пюрешку. Лук я вот пожарила. Сейчас я его положу сюда картошки. Лук тут и 50 грамм масла. И будем делать пюре. Наливаем понемногу молоко теплое. Наше пюре готово. Сейчас будем собирать наш костыбый. Встаем лепешки по одному. На одну половинку кладем картошки. Кто как любит. Кто любит побольше картошки, кто поменьше. И так равномерно распределяем. Закрываем второй половинкой. И кладем на тарелочку. И смазываем сливочным маслом растопленным. Сейчас еще одну сделаем. Лепешки у меня под салфеткой, как я уже говорила. Это для того, чтобы они не высохли и не сломались. Второй костыбый такой же. Сейчас тоже смажем маслом. И вот так вот делаем до конца. Наш костыбый готов. Смотрите, какой он получился красивый. Сейчас попробуем одну разрезать. Тесто тоненькое, начинки много. Вот, смотрите, какие вкусные костыбыки. Попробуйте вы тоже приготовить такие костыбыки. Я думаю, что вам понравится и у вас все получится. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.